Какие проблемы есть в той или иной сфере, видно по отчетам. По мнению главы правительства, практически каждый докладчик приносит прошлогодний отчет, внеся небольшие корректировки. К примеру, Абылгазиев подверг критике руководителей энергетической отрасли. Он считает, что существующие проблемы в ней надо решать, а не озвучивать их из года в год. Взять хотя бы электрические счетчики. Потребность страны в них чуть больше 1 миллиона единиц. Их закупают за рубежом. Абылгазиев отметил, что необходимо разработать стандарты и начать производить их самим. Нужно только объявить решение выпускать в стране счетчики. Бизнесмены сами бы пришли и все сделали, а вы и этого не делаете. Сейчас в одном доме китайские счетчики, в другом турецкие, в третьем казахские, одним словом полный бардак. Мы сами должны выпускать счетчики, а вы только и говорите, что о воде и об угле. Или вот, долг у нас 4,5 миллиардов сомов. На экспорте электроэнергии собираетесь заработать 1 миллиард сомов, а остальные 3,5 должны платить налогоплательщики. Через 10 лет нужно будет выплачивать по 10 миллиардов сомов в год за полученные ранее кредиты для энергосектора. Такими темпами мы не сможем этого сделать. Еще одна сфера, где нужно вести четкую работу – Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения. По данным главы ведомства, треть сел в Кыргызстане не обеспечена питьевой водой на должном уровне. С 2001 по 2011 годы мы ремонтировали систему водоснабжения в 533 селах. Это нам обошлось в 70 миллионов долларов. На сегодня в 57 селах эта система водоснабжения вышла из строя. Необходимо ее снова ремонтировать. Согласно программе президента, к 2023 году не должно быть сел без чистой питьевой воды, сказал Абылгазиев. И вместо того, чтобы думать об обеспечении сел водой, где вообще ее нет, мы должны делать двойную работу. Необходимо восстановить систему и так, чтобы она прослужила много лет. 70 миллион долларга салып алышып, 10 жылга жетпей, кайра системаны оңдоп. Не прошло и 10 лет с тех пор, как ремонтировали систему, а она вновь нуждается в ремонте. Были факты, когда из одного села привозили старые трубы и прокладывали в другую. Сейчас нет тех, кто ответит за это. Все работали временно. И мы снова берем в долг, чтобы восстановить систему. Нельзя так работать. Будьте ответственнее, будьте ответственнее. Абылгазиев сказал, что сегодня только ленивый не критикует правительство. И некоторая критика имеет место быть. Но все же Кабинет министров прилагает немало усилий для подъема экономики страны, для создания благоприятных инвестиционных условий. Я считаю правильным то, что мы работаем тихо. Мы должны составить бюджет, решить проблему фискализации, увеличить зарплату медиков и учителей. За год мы поняли, где есть проблемы, теперь мы должны делать реформы. Все, что происходит в стране, проблемы границы, сельского хозяйства, социальной сферы, образования и здравоохранения, все это должны решать руководители госорганов. Премьер призвал госорганы не ждать, пока проблемы настигнут их, а решать заранее. Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала-То, 24.